Дорогие зрители Апснахабар, мы рады вас приветствовать сегодня в нашей студии. И я рад объявить, что у нас новый формат, который мы первый раз сегодня проводим. Мы решили по актуальным проблемам Абхазии провести круглые столы в эфире. И сегодня мы решили обсудить один из самых острых вопросов, вопрос энергетики. И для обсуждения этой проблемы мы сегодня позвали в студию на наш круглый, ну он не совсем круглый, но я думаю не острый стол, Гари Кокайт, депутат Абхазского парламента. Бзерумаз, Бзеловабет, Алхас Джинджал, депутат нашего парламента, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению. Сегодня мы пригласили на наш круглый стол юриста, общественного деятеля Алхаса Асландзе. Ну, ты тоже первый раз на нашем эфире, в этом формате. Надеюсь, что в наших круглых столах мы попытаемся юристов, постоянно кого-то из юристов звать, потому что все проблемы имеют юридическую сторону, и это тоже очень интересно. Ну, я думаю, зима впереди, актуальность просто зашкаливает, да, все в ожидании зимы, как у нас пройдет зима, есть ли какие-то нужна какая-то дорожная карта, да, что нас ждет впереди, какие у нас перспективы, что сегодня происходит в правительстве. Недавно на пресс-конференции президент затрагивал эту тему, говорил о том, что идет работа в этом направлении, но мало очень информации, информация дается дозированно. И если у вас какая-то информация, вот мы хотели, чтобы вы поделились, и мы бы обсудили эту информацию, какая у вас есть. Более такая, значит, обширная, чем у обычных зрителей. Добрый вечер, во-первых, всем нашим зрителям. Что касается работы невидимой, неслышимой, так пока назовем, закрытой рамками учреждений разных, аппарата президента, ведомств, парламента, то хочу напомнить, что вся эта тема энергетики, помимо неоднократных ежегодных обострений, обсуждений, в данном случае берет свое начало с момента утверждения проекта бюджета на 2021 год. Тогда были жаркие споры, тогда споры были вокруг бюджетирования определенных расходов и целевым методом именно на энергетику. Обсуждались отпуск средств на ремонт высоковольтной линии, то есть то, что нас впрямую всех как бы касается. 31 марта проект был принят, прошло там определенное время, летний период, скажем. А потом были повторные обсуждения на уровне комитетов, я пока говорю по нашему ведомству. В комитете обсуждались, были представлены дорожная карта по оптимизации электроэнергетики, представлена Минэком. Это продукт совместной деятельности межправкомиссии с нашей абхазской стороны. Я извиняюсь, Алхас, это вообще секретные документы, что вы обсуждаете? Или не секретный, но он в рабочем формате, пока он как бы входит в междуведомственное такое хождение имеет, я так понимаю. Ну, грифов не имеет. Нет, конечно. Ну и дополнительно еще вот на наши запросы, то есть переписка идет между по комитетам нашим и Минэком, были представлены инвестиционные проекты по этим уже всем известным перепадным ГЭС. То есть это вот эти ключевые такие документальные моменты, которые секретом Полишинеля, я считаю, давным-давно являются, и просто нужно вносить больше ясности. Это вот то, что у нас сейчас на повестке, так скажем. Я теперь чуть могу дополнить, наверное, да. Вопросы о проблемах энергетики ощущает все население нашей страны, и все ждут каких-то ответов.
хотят знать, что впереди, что нас ждет, как выходить из этих проблем. В этом направлении, вот как Алхас Владимирович сказал, есть какой-то план мероприятий определенный, так называемая дорожная карта, о которой мы очень часто слышали от Министерства экономики, правительства. Этот документ наконец-то до нас дошел во время еще каникул, пока мы на каникулах были, он был представлен на изучение. Никаких пока решений или там обсуждений внутри парламента, никаких комитетов мы еще не проводили. И также информация, как для вас закрыта, в принципе, как вы сказали, Ливан, что люди не знают, также и мы до конца не информированы, и приходится путем запросов получать информацию. Я извиняюсь, да. Гарри, мы видели в интернете, в социальных сетях был такой обширнейший ответ на ваш запрос. Не один раз приходится писать, и в итоге каких-то документов мы все-таки, какие-то документы мы все-таки получили, хотя они тоже такие краткие, необъемные, но что какие-то выводы уже можно сделать. По дорожной карте я хотел бы немного ее обсудить, так как и вчера на пресс-конференции президента эта тема поднималась, он ее озвучивал. Говорилось там о 4 миллиардах вливаний для оздоровления, да, 4700 для оздоровления нашей энергетики. Это до 2027 года в этом плане мероприятий прописано вот такое вливание денег в нашу энергосистему. Но там есть очень много моментов, которые и наше население, и народ должен знать. И в принципе есть вещи, которые недопустимы, и мы хотели бы о них поговорить в первую очередь. Сама дорожная карта состоит из 3 пунктов там, основных. И первый пункт там первый пункт методология расчетов тарифов. Тарифы они в этой дорожной карте связывают с возвратом денег, которые должны будут. То есть это не, да, это возврат. Вообще, как мы предполагали раньше, эти деньги должны были прийти по линии инвестпрограммы, как и все остальные деньги безвозмездно. То есть как помощь Абхазии, как социальные объекты, которые строятся. Но сейчас выясняется, после долгих переговоров между нашим правительством и правительством России, что эти деньги возвратные. Это мы понимаем по дорожной карте, так как методологию расчета тарифов они там вписывают, согласовывают в России наши тарифы. Для нас вначале было странно, что тарифы наши местные на электричество обсуждаются в России. И как это связано, мы не могли понять, потому что Россия нам не поставляет электроэнергию, только в случае аварийных перетоков, в том случае, и то это тоже с тарифами никак не связано, так как государство решаются эти вопросы. Теперь, когда они обсудили тарифы, там примерные суммы определены, и это подвязывается уже как гарант возврата инвестиций, которые должны прийти. Хочется понять, что это за инвестиции. Это кредит. Если кредит, тогда процент. Но здесь не говорится о кредите, то есть говорится о возвратных деньгах. Это в принципе очень хорошо, что у нас такая возможность есть взять деньги и вернуть их назад. В случае... А сроки тоже не прописаны, да? Возврата сроки тоже не прописаны. Но здесь дело в том, что в этой же дорожной карте прописан один из пунктов изменений в законе об энергетике. Требуется для того, чтобы эту карту дорожную осуществить. Это разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских компаний то есть энергетику. Тогда вопрос еще возникает. Причем тут изменения в законе об энергетике, как это связано с инвестициями, которые должны вливать в нашу энергетику. Дело в том, что... И при чем здесь компании? И при чем здесь компании? Может, государственные компании, может, имеются в виду, может, частные имеются в виду. Но по российскому законодательству государственные компании не могут инвестировать за границу вне свою собственность. То есть здесь вопрос становится собственности. К чему эта вся дорожная карта приводит в общем? То есть нам
эти деньги приходят, допустим, в Абхазию, начинается, ну, для того, чтобы они пришли, мы должны закон поменять, в собственность передать нашим партнерам нашу энергетику, это то есть сети, подстанции, все остальное, все наше имущество, в принципе, которое уже приезжали комиссии, описывали. То есть изменение закона прописано строкой? Строкой, да. Именно. Вот 3.1.1 пункт. Строкой прописано, что необходимо изменить закон для привлечения инвестиций. А пункты какие не написано? Ну, это части 15 статьи закона об энергетике. Много в дорожном да. карте. Нет, он говорит, в какой статье изменения требуются. Нет, но здесь параллельно пишут для того, чтобы инвестировать. То есть загвоздка в нашем законе об энергетике только в этом, что собственность не продается. Именно вопросы собственности. Да, то есть если инвестировать возможно только в свою собственность, значит в этом пункте, тоже сейчас это будет еще в дальнейшем обсуждении, будет точно ясно, но мы понимаем, что это уже для чего это пункт прописан. То есть получается как? Вы предполагаете, что... Ну да, для привлечения инвестиций. Понятно. Единственная загвоздка в том, что мы не можем передать собственность по нашему законодательству. Ну, я так понимаю, что если заемные средства, да, получает правительство Абхазии, то, значит, возврат является республиканский бюджет этих средств. Так? Гарант. Гарант, ну вообще и возвратный кто? Республиканский бюджет, да. Будет прописано строкой, возврат и так далее. Тогда может ли возвращать, вот вопрос юридический, да, возвращать бюджет госкомпаниям? Ну или какой-нибудь зарубежный, есть ли у нас вообще такая практика? Ну а как ответить, Ливан, на этот вопрос, если сейчас говорит, дополню пункт, касающийся заем или кредит или инвестиций, как хочешь назови, упирается в один единственный вопрос. Вопрос собственности. То есть фактически владение, контроля со стороны инвестора вполне тоже понятные опасения вложить в другую страну крупные средства и не быть гарантированным. Их возврат тоже понять можно с одной стороны. Вот всегда как-то мы стараемся инвестиционный климат довести до райского, я не знаю, ради инвестора мы не можем как бы жертвовать своими национальными интересами. Есть красные линии, уже это 1000 раз все это в спорах, в интервью, не всеми, кем можно, только озвучивалось. На предвыборных кампаниях. Национальный интерес — это красная черта, за которую нельзя переступать. Это как территориальный, это как тот же энергетический суверенитет, давайте назовем, и ряд других параметров. Вот и вопрос, где эта красная черта проходит. Ну, это одна сторона, наверное. Ну, что вторая, наверное... Извини, перебью, Ливан, касаемо возврата средств любых вложенных. Да, то есть это предусматривается возврат средств через повышение тарифов. Да, введение экономически обоснованного тарифа. Во-первых, это, естественно, мы попрощаемся с 40-копеечным тарифом моментально. Он уже рассчитывался, кстати говоря, нашими специалистами, я имею в виду Абхазии. В прежние годы примерный размер был сперва рубль 20, потом он подрос до рубль 80 копеек. То есть это вот тот минимальный тариф, средний, который позволяет энергосистеме находиться на плаву, как-то обеспечить свою жизнедеятельность. При условии, что мы еще датируем с бюджета. В данном случае, просто прочту, все будет понятно. Алгоритм расчета экономически обоснованного тарифа, включающего в структуре затрат, двоеточие. Ежегодные расходы на оплату электроэнергии, поставляемой из Российской Федерации. Расходы на эксплуатацию инфраструктуры. Расходы на установку приборов учета, эти легендарные счетчики. Ну и вот идет все уточнение. То есть все любые телодвижения, все вложения, они будут в тарифе. То есть все это будет отражаться на тарифе. Да? То есть все затраты по установке, допустим, счетчиков, линий, работа, все будет заложено в тарифах. Тарифы рассчитаны для того, чтобы эти деньги вернуть какие-то определенные сроки. Сроки пока нам неизвестны, мы знаем сроки до 2027 года. Эти 4,5 миллиарда должны вливаться в нашу энергосистему. Дело просто, это все очень хорошо, если бы не но. Если получается так, мы должны, значит, поменять
статью закона об энергетике, где мы в частную собственность можем передать нашу национальную энергетику, получаем в результате деньги, нам инвестируют. Которую мы через тариф должны вернуть. Которую мы должны через тариф вернуть. И при этом еще мы становимся не хозяевами наших Вот вопрос логика. собственности становится. Да, теперь, что означает 4,5 миллиарда инвестиций? На первом этапе, чтобы деньги вернуть, что нужно? Приборы учета нужны. На первом этапе для того, чтобы приборы учета по всей стране, там 100 тысяч у нас всего абонентов, если там они поэтапно войдут, первый год только будут заниматься приборами учета. Когда они все приборы учета установят, больше никаких вливаний денежных просто не будет, потому что все остальные суммы будут инвестироваться уже нашими гражданами. Через тариф. Через тариф будут оплачивать эти деньги, будут вливаться, скорее всего. И за счет, в принципе, наших денег мы восстановим свою бывшую энергетику и остаемся не собственниками. Ну, еще и надо отдать. Еще эти деньги надо отдать. Да. Перетоки платить. И еще за перетоки параллельно платить, да. И вот хочется сказать спасибо тем переговорщикам, кто договорился таким хорошим, прекрасным способом. Здесь еще добавлю, Да. сейчас не хочется все время критиковать, надо понимать, что экономически обоснованный тариф Должен быть действует, бесспорно. например, в других странах того же СНГ. Уже есть тарифная сетка, тоже реагирует на социальную атмосферу в стране, в каждой. Где-то страны беднее, где-то богаче. Введен дневной тариф, ночной тариф, промышленный, для физлиц и так далее. Наверняка какая-то градация будет предусмотрена, без нее невозможно. Но здесь в плане, еще нюанс, в плане собираемости вложила компания, не будем уточнять, какая там частная или государственная, или смешанной формы, вложила. Она же контролирует и рынок сбора, и рынок поставок, и так далее, и так далее. То есть очень сложный механизм взаимодействия будет. Просто непонятна одна вещь. Если это можем сделать мы сами, то, что мы этого не делали раньше правильно, Это не значит, плохо, что да. мы этого не можем сделать. И неважно, сколько лет, да хоть 100 лет за спиной было после войны. В принципе, я со своей стороны что могу сказать? Мы ждали некого экономического анализа, да, от Министерства экономики, от правительства Абхазии, что они скажут, что вот мы поднимаем тариф, у нас там 100 тысяч абонентов, мы поднимем сборы для того, чтобы мы имели вот это экономическое обоснование. Неужели у нас в Абхазии нету экономистов, которые могут обосновать? Тариф уже был разработан. разработан. Да, был разработан, значит, и прогноз, да, что мы можем собрать. Я так понимаю, вот не совсем, совершенно не понимаю, как связана недвижимость и инвестиции. Вот здесь совершенно не понимаю, потому что это совершенно разные вещи. Зачем, если тебе как государство субсидируют деньги? Если как государство, Да, если государство стоит гарантом, да, то есть если это государственное предприятие, гарант является государство и в лице государственного бюджета, так? Как должно быть между партнерами? партнерами? Какое отношение к этому имеет собственность? Так, например, условно... Это защита инвестиций. Да, защита инвестиций, государственный бюджет. Гарантии, защита. Государственный бюджет. Мы сейчас платим кредит по железной дороге. Никто же не отказался. Никто же у нас железную дорогу не забирает. Ну, как бы пролонгируют, говорят, это железная дорога, это ваше стратегическое национальное достояние. То есть, как эти две вещи могут быть связаны? Не лучший пример ты, Иван, привел, надо заметить. Железная дорога может полежать еще там, где она находится, лет 10, может быть, там, условно говоря. А здесь предприятие, которое не может остановиться ни на секунду. Да, но я имел в виду в плане собственности. Никто же не претендует на сегодня у нас именно такие же вопросы. Зачем именно нужно было договариваться вот таким способом? В принципе,
говоря о том, что мы вопросы эти решаем, и все у нас там в перспективе будет хорошо, вот и деньги есть, и договорились, и все, и это неосуществимо, потому что для нас принципиально, не только для меня или там для здесь сидящих, для нашего народа принципиально иметь в своей собственности свою энергетику, и вокруг вот этих всех пунктов, в принципе, можно ничего дальше не обсуждать, когда вопрос до этого пункта доходит. И можно сказать, что вот и годами, уже год с лишним мы слышим, что разрабатывается дорожная карта и ведется работа, переговоры, 10-15 поездок было там в разные стороны. И результатом мы получили, вот давайте мы поменяем закон об энергетике, дайте нам собственность, если сухо вот так взять, без этих всяких остальных пунктов, которые просто как в воду налили туда. И останавливаемся на вот этом предложении. Вы готовы отдать собственность нам? Вот такой вопрос нам задают. Там в правительстве такие тоже мнения, вот если зачем вы сразу возмущаетесь, вы же можете это не принять, не дать. Слушайте, вы хотите нас в информационном, вы уже всему населению, и президент говорит, и правительство говорит, что вопросы решили, а теперь парламент препятствует тому, что нашу энергетику оздоравливать начали, и значит мы здесь чуть ли не враги выходим. Вы для чего это делаете? Тоже объяснения нету. Если понятно же, что эти вопросы не пройдут, что никто закон об энергетике менять не собирается, в этом созыве точно. Потому что в этом созыве был принят этот закон об энергетике в 2017 году, и за него проголосовало. Все присутствующие проголосовали, 100% было. То есть я делаю вывод, что вот этот пункт о собственности, да, который прописан, он за уши притянут к этому договору. Скорее всего, да. Потому что можно было бы рассматривать, да, возврат, как кредит, кредит, возвратная сумма. Если возвратная, если возвратная сумма гарантирует государство через бюджет, но есть какой-то экономический анализ, который подтверждает нам, как жителям, чтобы опять не вешать на нас, так сказать, как мы говорим, железнодорожный кредит, который не имел никакого экономического обоснования. Да. Здесь есть экономическое обоснование, жизненная необходимость. Все это выражено в цифрах. Мы знаем, что мы эти деньги соберем и вернем. Да. Я еще что хотел, Ливан, добавить. Не зря я начал с принятия бюджета вот в конце прошлого года, бюджета на 2021 год. Когда шли эти споры, вот тогда были взаимные упреки. Ну, я это не считаю, что когда войной враждебным идет спор, нормальный между нормальная обстановка. Вот идет спор. Одна сторона утверждает, что вот мы примем дорожную карту с помощью российских инвестиций. Вполне понятно объясняют. Вот будет, вот, ну, примерно вот эту карту описывали. Зачем закладывать? Ну, понимаете, мы что же... Естественно, мы не энергетики, естественно, мы не экономисты, но мы вообще-то граждане этой страны, и поэтому переживаем, как и многие другие. Тогда звучало встречное мнение, альтернативное. Послушайте, мы все понимаем, но давайте попробуем посчитать, что в наших силах и что может получиться, если мы включимся собственными средствами. Ну, не были особо услышаны, не дошли до подсчетов. Вот эта цифра в 100 миллионов рублей, ну, практически спонтанно появилась. Но все время как-то мимо ушей проходила информация про тот уже проводившийся эксперимент, давайте назовем, когда вместе скопления вот абонентов, в частности в Новом районе, установили счетчики приборов. Да, 90% собираемость. При тарифе 40 копеек, оказалось бы, ну... Еще снижение нагрузок параллельно. Произошел 60% рост. До 90% вырос. Слушай, ну вот факт. То есть во многом вопрос очень просто решается. Да, очень просто. Нет денег, улучшить собираемость. Население уже где-то подсознательно за 30 лет уже наверняка понимает, что уже любой сыр бесплатный в мышеловке закончится, как говорится. Мы попользовались, мы практически до ручки довели энергосистему. Уже все понимают, что дальше это продолжаться. Готовы люди. У нас люди не все же какие-то злостные похитители электроэнергии. Большинство людей нормальные, сознательные, работающие люди. Они должны понимать, за что они платят и сколько. Вот вся схема. И качественные. И платят они, да, платят они
фактически за свой свет выработаны там и переданы Абхазской энергосетью. Казалось бы, все примитивно. Посчитали эти 100 миллионов рублей. Да. Вот интересный сейчас момент начнем. Дай ручку, пожалуйста. Если мы 100 миллионов рублей умножим, там даже не надо 60% увеличение, 50%. Передали, вот 5-летний этот план, дорожная карта, вот давай возьмем 5 лет. По 100 миллионов, если мы субсидируем стабильно, это не предельная сумма, которую мы можем из бюджета выделить. Мы просто целенаправленно вкладываем в Черноморэнерго с одной поставленной, внятной для них задачей. Обеспечьте население, там, потребителей приборами учета. Но тогда за 5 лет это будет 500 миллионов, добавим к ним половину, это 750 миллионов. Это я еще не беру, там геометрически чуть ли не прогрессия идет. Если подключим к этим деньгам те еще другие проекты, о которых мы скажем, откуда мы могли получить. И другие механизмы, которыми мы почему-то упорно не пользуемся. У нас Нацбанк почему-то не кредитует наше правительство. Ну хорошо, можно найти внешнего кредитора, не обрабатывается и не создается, и не применяется механизм займа. Алхас, я просто, чтобы все зрители наши поняли твою схему. Значит, 100 миллионов рублей, вложенные из бюджета в счетчики, дают просто прибыль Черноморэнерго. Считайте, что вы вложили эти, потому что они их в виде получают сборов, обороты, то есть они получают это. Конечно. Считай, что 100 миллионов вложенные в счетчики дают. В следующий год они получили сразу. Да, они по Черноморэнерго в начале года 100 миллионов, в конце 60% увеличивает. Правильно. Теперь 100 миллионов в начале года, 100, в конце года. Мы же примитивно, специально, упрощенно рассуждаем. Конечно же, эти цифры корректируются и так далее. Во-первых, Черноморэнерго это единственный оператор, и он РУП государственный. Он должен приносить прибыль, а не быть вечным потребителем. Для развития. Конечно. Для развития. Теперь, еще раз повторю, я каждый год, допустим, 100 миллионов фиксированная дотация энергетикам. Ну, а вот эта прибыль, она где остается? Первый год 50 миллионов сверху. Он вложил эти 150 обратно и добавили 100. Значит, он в следующий год пройдет с суммой 250 миллионов. Тогда мы суммарно получим несколько миллиардов рублей, примерно сопоставимы с той суммой, которую нам обещают вложить. Да. И если мы, чтобы сейчас не говорили энергетики, может будут ворчать или экономисты, мы даже 40-копеечный тариф можем сохранить как временная мера, переходная там и так далее, в пятилетной перспективе. Вот давай посчитаем по 40. Вот смотрите, и так придется сохранять. Вот посчитаем по 40 копеек. Да, мы потратили в 2020 году 2 миллиарда 500 миллионов киловатт-часов. Посчитаем их по 40 копеек и уберем льготы, пусть это будет 1,5 миллиарда потратили. Миллиард все пусть уйдет майнерам. Не, ну вообще просто то, что у нас фактически 500 миллиона киловатт. Ну да, ну у нас майнеры тоже льготники. Да, 500 миллионов они по льготам особым правительственным съели. Да. Вот возьмем 1,5 миллиарда киловатт-часов по 40 копеек. Сколько получится? Вот мы можем собирать ежегодно. Это минимум не увеличивая тарифы. Правильно? Я не знаю, как проводить расчеты. Ну, я тебе говорю, вот 90%. Ну, там еще 600 миллионов соберем. Это минимум. Предприятие за 85 копеек платим. Да, ну, мы, короче, 600-700 миллионов мы способны собрать по 40 копеек. Предприятие на себя тратит там 300 с чем-то миллионов на зарплаты, на закуп там, запасов на зиму, на лето, на расходники. Да, остается 200-300 миллионов предприятий. 200 Черноморэнерго своих средств имеет, с бюджета можно, если напрячься, еще 200 выделить. Хотя бы 100 вот эти. Да, 200 можно выделить. Всегда можно найти приоритет, если правильно расставлять, то можно и 200 найти. То есть 400 миллионов мы можем ежегодно опять вкладывать в наши сети, счетчики и во все остальные. Самое интересное, это даже не поднимает тарифы. Если мы уже дойдем до того, что мы поднимем тарифы, у нас 1,5 миллиарда сбора будет. Если мы возьмем 1,5 миллиарда киловатт-часов, продадим, льготы убираем, там 500 миллионов
мы не можем тратить тоже 2,5 Я думаю, миллиарда. здесь еще надо объяснить один момент, что такое счетчики учета, как они вот новые будут работать. Может, многие не знают, как они механизм. Слово учет все объясняет. Не, я имею в виду, что счетчик ставится, вот, например, в квартире, и с пульта управления дистанционно его можно отключить. Помимо его отключения, сейчас эти новые счетчики, которые предполагаются закупать, они рассчитывают тебе, если тарифы можно и дневные, и зимние, он сам тебе информацию на базу, автоматом уже рассчитанную информацию тебе. То есть и льготников, тех, которых ты или тарифы, все можно платить, все это можно. То есть он сам все индексирует. Да, ты задаешь программу, он тебе вычитывает, присылает, тебе ничего не надо искать, не ходить, там, не ловить хозяев этих квартир или домов, как сейчас ходят. Просто получаешь информацию. Все, потом отключать, люди уже сами платят. Надо удобство создать для того, чтобы они платить могли там онлайн, там, в кошельках или как. То есть, в принципе, вы считаете, что Абхазия сможет сохранить в собственности свою национальную энергетику и объекты, плюс еще модернизировать своими силами. Ну, там, при какой-то помощи, там, конечно, чтобы это быстро сделать, конечно, это было бы эта помощь 4 миллиарда рублей. Но сам этот документ, он как бы на какой стадии, он же уже обсуждение. Этот документ тоже согласован с правительством. Согласование, да, ну как бы это все равно пока не является. Тут сейчас у нас такой лейтмотив получается, как будто мы категорически против инвестиций. Я, например, так не понял. Вот в этой огромной работе по восстановлению, налаживанию там, систем учета, всегда есть место инвестору. Я так и понял, что в принципе деньги нам нужны. Национальной энергетике нужны серьезные вложения. Национальной энергетики, еще я повторюсь, единственный оператор РУП государственный, от которого никто, приставив нож к горлу, не требует немедленной отдачи в бюджет. То есть все с пониманием готовы бюджетировать, лишь бы были внятные, последовательные, хоть заметные шаги. Результаты, чтобы собственно, от них даже прибыль от них не ждут, понимая, до чего мы это все довели хозяйство. При таком, понимаешь, подходе парламент согласен с любым планом действий. Правительство, естественно, любой план действия примет. Но энергетики должны тоже что-то предложить внятное, понятное. Хочу добавить. Я, наверное, все-таки еще бы добавил одно, то, что заканчивая тему счетчиков, что таким образом это самая эффективная борьба и с майнинг-фермами, с майнингом. Когда на дистанционно можно будет отключать и видеть. То есть это технически сложно, нам как. То есть вот этот вот метод, когда вот бьют по столу и говорят, поезжайте, выключите, а потом они его выключили, а потом включили. Это метод для того, чтобы население как бы видело, что власть с этим борется. На самом деле, вот с полной ответственностью заявляю, что власть не борется с проблемой майнинга. Вот для эфира, для телевизора они там есть какой-то уже результат, но в основном он сводится на нет из-за того, что там в этом процессе участвуют какие-то провластные люди, которые находятся в околовластных кругах, имеют какое-то влияние там, на районы, на начальников всяких отделов и так далее. А милиция, вот самая пострадавшая в этом процессе, это МВД. Вот на их упало таким тяжелым бременем бороться с новым видом преступления, который, в принципе, власть и разрешила, легализовала, и теперь наше МВД, отвлекаясь от основных преступлений, занимается борьбой с майнингом. Вот в этом отношении мне их даже жалко, потому что они в таком режиме работают, хотя информацию не получают нормально от тех компетентных органов, которые должны предоставлять. Да, они идут и оперативным методом начинают бороться. Но это невозможно просто. Есть способы и методы, как с этим бороться, но этих способов и методов не используют путем там интернет-провайдеров и так далее. Я хотел еще что добавить, вот к чему вся эта дорожная карта в итоге проводит. Мы как-то ее обсуждение, наверное, завершить надо, наверное,
как его уже Там следующие пункты. Второй пункт. Какими пунктами? Ну, тогда просто, что на последнем совещании, я хочу еще напомнить, и просто это внимательно кто смотрел, премьер-министр заявил о том, что о возможности привлечения специалистов извне в управление Черноморэнерго. Это на самом деле тоже страшно как-то звучит, когда иностранцы приходят в управление, заходят для того, чтобы там улучшить положение, так как Черноморэнерго якобы не справляется. Если мы можно я уточню? Ну, то есть все равно есть вещи разные. Я до конца не понимаю, но я думаю, это за дорожной картой идет. Привлечь какого-то специалиста, это не просто одно. специалист. Улучшить администрирование. А внешнее управление? Внешнее управление, это практически за этой дорожной картой следом идет контроль. Контроль внешнего управления, так как Черноморэнерго якобы ни с чем не справляется. Да, у нее есть серьезные проблемы и в специалистах, и в тех, но там люди работают, очень сложно им работать, потому что никогда не было государственной поддержки. Помочь. Ну, вообще, когда пробуют, например, условно говоря, конкурсный отбор вообще на должность руководителя Черноморэнерго у нас проводилось? Никогда политическая должность стала почему-то непонятно. Да, ну, то есть, когда, например, обычно такие решения принимают тогда, когда ты попробовал конкурс провести, здесь у тебя не нашел. Да, а здесь вообще никакого конкурсного отбора никогда не было. Нет. И заявить, что они не справляются, потому что почему? Да. Почему? Вот хочется им тоже такие вопросы. А если пойти таким способом, который они там эти не справились, давайте привлечем специалистов извне, тогда я хочу у них спросить, а что Министерство экономики с экономикой справилось, или премьер-министр со своими задачами справляется, или там президент наш справляется со своими задачами. Я считаю, что нет, и многие так считают. Давайте привлечем иностранцев и на должность премьера, и на должность президента. Давайте таким путем пойдем. Это вопрос, мне кажется, даже как-то задевает наше национальное самолюбие, да? И что случилось, что мы не можем управлять своей отраслью, это же часть государства, значит, мы не способны там управлять. Специалисты работают, которые десятки лет на это потратили жизнь свою, и они тоже так же оскорбленные, наверное, потому что их-то в этом процессе никто задействовать не собирается. Ну, например, если такое сказать моему отцу, который всю жизнь свою, там, я не знаю, 60 лет своей жизни отдал за энергетики и половину из них воспитанию, кадров, то, наверное, это... Прежде всего трудно смарку, по мнению наших руководителей правительства. Да. И еще одна часть, которая хотелось обсудить, это, а что же все-таки с теми 100 миллионами, которые вы, как депутаты, заложили в бюджет, и от которых мы все-таки ждем. Вот где эти счетчики на 100 миллионов? Ну, как недавно глава Черноморэнерго, озвучивал, что и президент тоже озвучил. То есть 31 марта, повторюсь, бюджет был принят. Было, по-моему, предельно ясно озвучено, что эта сумма выделяется на установку. Целевые окрашенные деньги. Прошло практически лето, подошло к концу, был у нас комитет, где встал острый вопрос, дайте возможность потратить эти деньги на текущие оперативные какие-то задачи. Поступил вопрос, было отвечено нет. Потому что на это выделяются другие суммы. Профицит бюджета, у нас хотелось начать идти по этому озвученному сценарию по приборам учета. Из них там допускалась трата 20 миллионов, это установка счетчиков на трансформаторных подстанциях крупных. Хорошо, мы понимаем, да, пожалуйста. В итоге, как озвучил, если я правильно помню, глава Черноморэнерго, то деньги были потрачены на восстановление линии Салхино, если правильно название было, на Псов авария произошла. На другие текущие проблемы. Но это же нарушение закона, статьи. После того, как деньги были потрачены, у нас еще не было встречи, мы на комитетах встречаемся, приглашаем ведомство, пока еще не было этого.
Ну, думаю, То есть я так понимаю, сегодня большая часть нашего разговора заключалась вообще в таком ключевом вопросе, как счетчики учета, приборы учета, которые и борются с майнингом, и повышают доходы, и все равно принципиально снижают нагрузки. Да, когда ты знаешь, что счетчик крутит, и все-таки свет выключаешь, да, не нужно. И все равно принципиально их не покупают. Не, да? ну, мы их понимаем, с одной стороны, горящие есть проблемы, какие-то аварии бесконечные. Да, можно это помнить. Все мы понимаем, но есть другие источники. Когда они пришли с тем, что надо, позвольте нам потратить деньги не именно на счетчики, а на салхиной, на приобретение, закуп материалов на зиму, и вы же за энергетику так переживаете, как вы нам отказать можете? В таком ключе, слушай, мы отказываем вам, мы вам в финансировании не отказываем. Пусть правительство и курирующие ваши ведомства, пусть изыщут другие статьи бюджета. Их там сейчас, может, не совсем много, есть еще и профицит бюджета, и еще есть статьи, которые мы, когда еще при закладывании бюджета в начале года, там уже были споры, для чего там под этим министерством столько денег, под этим непонятно вообще необоснованно деньги, по 50 миллионов лежат. Почему вы именно до этих денег хотите? Эти деньги тоже пусть Черноморэнерго придут. Вы решите проблемы, которые насущные есть, а эти деньги еще должны прийти в виде счетчиков. Да. В итоге так получилось, сейчас говорят, что эти деньги мы перенаправили, и парламент дал одобрение. Это даже президент сказал на пресс-конференции, что парламент дал одобрение. Я хочу ясность внести. Парламент никаких одобрений не давал. Одобрение парламента это в виде голосования и не меньше 18 голосов должно быть. Другой процедуры изменения статьи бюджета у нас нету. То, что может кому-то позвонили, сказали, вы не против, и вы за или против, это не означает, что парламентское решение. Может 2-3 депутата считают, что так можно, а может другие не считают. Поэтому это коллегиальный орган, который... Да, и то, что мы дали на это одобрение, это неправда. Да. Еще интересно, тоже постоянно... Еще можно, у нас по Ачигваре проблема, кстати, которая должна была решиться еще в мае, до сих пор не решена. Да, были обещания. Были обещания всеми, вообще и президентами, и правительством, и всеми остальными, что она будет решена в мае, что статья для этого отдельная в бюджете не нужна, ни в какую у нас не получилось заложить, и по сей день мы в зиму заходим без ремонта Ачигвар. Министр финансов, я как помню, обещал взять у Нацбанка кредит на это. Честно говоря, вот это для меня большое удивление, да, когда депутаты, да, беря на себя ответственность, сокращая какие-то другие статьи, да, так сказать, болезненные, можно так сказать, да, готовы перенаправить деньги, и правительство говорит, нет, не хочу. Как они говорили по поводу, да, ковида, да, что вы предлагали увеличить бюджет, они говорили, нет, не надо. Да. А потом говорили, нет, нужен. А сейчас говорят, давай добавим. Да. Я честно говоря, в чем логика? Что это? Понятно, в чем мы сейчас опять обсуждаем. Сейчас у нас скоро начнется обсуждение следующего бюджета, и уже, я думаю, таких у нас разногласий не будет, потому что... Тогда, если помнишь, горячая фаза обсуждения, она в декабре фактически началась. Прям перед Нового года сейчас в стадии планирования пытаемся как-то общий язык найти. Уже довести, две проблемы в стране горящие: ковид и энергетика. Давайте две кубышки, так образно говоря, заложим понятные большие статьи. Сокращая какие-то другие статьи. Не понадобится переориентировать. Если не понадобится, переориентируем. Если вдруг ковида не стало, лекарства придумали, возьмем, перенаправим деньги в другую. Какая проблема? Были постановления правительства в прошлом году о сокращении финансирования всех второстепенных задач и так далее. Как закупка автомобилей и так далее, да. Еще по Ачигваре хочется сказать все-таки, именно сейчас опасность того, что мы останемся вообще всей страной без света практически. Вопросы Ачигвары нерешенные, это вообще один из самых главных вопросов был, где там именно проблема, потому что нагрузки зимой растут, она не может передать такое количество киловатт, которое потребляет страна, еще с такими нагрузками, с этим майнингом. И этот вопрос самый основной и главный не получилось решить в течение этого года, и мы опять в зиму вступаем.
вот уже эта линия еще хуже стала, чем в прошлом году, потому что мы ее и летом грузили, обычно мы летом ее так не грузили. В чем сейчас лето, да? Да. В чем проблема? Почему все-таки самой... Нет, я имею в виду, проблема почему в чем? ачигварскую проблему в течение лета не было вначале нам решения. говорили, что деньги нашли, материалы закуплены, должны прийти, деньги в инвестпрограмме деньги. Потом это тоже мы выяснили, заложены были на проектирование тюрьмы, переориентировали на закуп материала, там 86 миллионов рублей. И как бы они там ехали долго почему-то или заказывали долго, время пошло, потом случились аварии на ПСОВ, линия Салахино пока не будет готова, переток мы не можем получить на время ремонтных работ. А мы почему вообще хотели связать ремонт Ачигвары с основным перетоком, когда Ингургес был закрыт, именно в тот период начать ремонт, чтобы безболезненно, чтобы не переток просить, именно смысл весь был в том, что мы почему за это очень там долго бились. Отключение стоит денег. Да, здесь во время общего отключения, чтобы была возможность ремонтировать. В этих рамках, да? Да, 100 дней у нас было. Вот именно на ремонт. Вот самый оптимальный вариант для того, чтобы у нас новые долги не появились или не просили у российской стороны переток, который мы сейчас должны просить, и не знаем даже сколько нам понадобится дней теперь это сделать. Вот тогда у нас были за запасом 100 дней, мы их не использовали, потому что кто-то решал, что это не приоритетная задача, так думал, по крайней мере. Сегодня результат покажет другой, и у нас зима будет, помимо того, что у нас очень большие нагрузки, и помимо того, что у нас еще подстанции горят каждый день, как вы видите, в разных районах нашей страны, то в Пицунде, то в Ачимчире, это основные подстанции, которые целые районы питают. Они настолько летом были загружены, на зимних нагрузках мы лето прошли. Мы потратили, вот мы в прошлом году, это было огромное количество, считалось 2,5 миллиарда киловатт-часов, вообще такого в истории еще не было. Удивление было для всех. Сегодня, чтобы вы понимали, мы тратим на 25% больше, чем в прошлом году. Мы идем с дефицитом почти 1 200 000 000 киловатт-часов. У нас поднимется же еще потребление. Конечно же, с печки включатся, еще столько же добавится. То есть пройти зиму безболезненно практически, вот как мы понимаем, мы со специалистами говорим, нету вообще никаких шансов, потому что и по снижениям нагрузок, по борьбе с майнингом ничего практически, сделана какая-то работа, это путем сотрудников милиции СГБ, штурмами физически, что могли забрать, 6 тысяч машин, единиц они забрали. Официально 60 тысяч границу пересекло, но это неофициально еще 60 тысяч на территории Абхазии находится, скорее всего. И эти фермы якобы больших нету, может и есть, но в основном все по домам разнесли, и нагрузки везде вот такие пиковые. На каждой подстанции. Сейчас только мы в зиму заходим, еще 150 мегаватт у нас примерно добавится, и это, не дай бог, приведет к серьезнейшим последствиям. Все правительства, президент, все ищут пути, как мы видим, по информационному полю, пути решения энергетического дефицита в стране. Вот один из путей. Например, есть у нас какие-то объекты, которые имеют потенциал энергетический, но не задействованы. Об одном в последнее время постоянно идут разговоры, какую-то конкретику, информацию, тоже очень интересно, потому что на самом деле я вот первый раз сегодня эти документы у вас вижу, мы не ознакомлены на документном уровне с этим всем, мы просто следим за информационным. Речь идет о перепадных, да? Да, о перепадных так называемых, или может какие-то есть у нас объекты, которые можно путем инвестиций, как-то решить энергодефицит в этой стране. Что в этом пути? Прежде чем мы начнем о перепадных говорить, сейчас мы же все энергетики, вирусологи у нас чередуются. Приходится что делать. Теперь перепадные, давай по сарафанному радио. Вот хотят продать, одни говорят, нет, вот надо вложить майнинг. Разные разговоры. Что конкретно? Просто напомню одну вещь. Все перепадные. Ингургес, все это в советские времена строилось, кстати говоря, взамен
после протеста местных руководителей, да и населения, должен был быть проект АЭС, атомной электростанции. Атомная электростанция в Слава Гальском Богу, районе. Да. не случилось, перешли к проектированию такого уникального комплекса. Ну, в советские времена сейчас никто не предполагал, что Ингур станет границей двух государств. Ну да. То есть эта политическая уникальность потом присоединилась. В проекте, наверное, не глупые люди проектировали от водостоков Кавказских гор, в частности в Джварского, до выхода в море. Все нанизали на вот эту водную То есть перепадная часть Ингурского. Гидроузел. Это единый комплекс проектировался. Если в советские времена он не был разделен, сейчас то, что усиленно нам внушается, ну вот работает же он без перепадных. Но это просто нонсенс, такую оценку давать этим разрушенным станциям. Во-первых, то есть это неотделимо, да, от Ингурского? Это должно быть единым комплексом, потому что работа отражается на перепад, они каскадом же. Они также могут передавать свои проблемы вверх по течению, вплоть до машинного зала, который нас, собственно, вот эта вот жемчужина, как говорится, нас питает. Да, вокруг чего Только что Гарри Гурамович говорил о растущем дефиците энергии. Сам дефицит уже растет больше, чем мы прогнозировали. И такая мощность, которая может внести вклад в общее уменьшение дефицита, здесь пытаться его распределить, ну вот это вот в часть в Абхазию пойдет, в общую систему, это вот, уже сейчас скажем, куда пойдет. Инвестиции. Да. Я хочу Во-первых, продолжить. юридически не является сегодня это единым комплексом. То есть это разный комплекс. Даже в Госкомитете по имуществу это идет двумя отдельными строками. Только сейчас они взяли на баланс, эти три перепадные взяли на баланс. Реестр, вернее, правильно сказать. Реестр. Только в этом году. До этого их вообще не существовало. Ну, они где-то там. Но это тоже сделано было не для того, чтобы из патриотических каких-то соображений, а для того, чтобы подписать договор аренды. То есть должен быть объект формально существовать. Взяли, внесли его в реестр, передали Черноморэнерго. И Черноморэнерго теперь может роспись. Да, уже теперь он может хозяйствующий объект Черноморэнерго, да. Понятно. Вот там несколько раз мы уже с экранов телевизора слышали какие-то предложения по инвестпроектам, по реконструкции перепадных ГЭС. На одном заседании правительства президент жестко высказывался в адрес правительства, почему вы не подписали. Подготовка. Прямо настаивал на том, что надо именно заключить договор. Провести подготовительные мероприятия. Если какие-то там есть другие предложения, давайте их тоже рассмотрите. Но сегодня опять говорят, что именно вот это предложение, там есть компания «Чистая энергия», которая сделала предложение. Давайте о предложении тоже поговорим, потому что мы знаем поверхностно. Они все разные. Нет, да. Это опубликованное уже? Нет, это никто ничего не опубликовал. Это путем запроса, то, что нам доступно только депутатам. Нет, почему? Это если грифа секретного нету, оно доступно. Не, запросили нам представить. Да, если общественности недоступно. Доступно, но народный избранник сделал запрос для того, чтобы ознакомить своих избирателей. Правильно, да. Потому что это имущество именно наших граждан, и они должны знать, что происходит. Это не имущество правительства или там людей, которые сейчас занимаются этими договоренностями. Вот что предлагает «Чистая энергия». Дайте нам в аренду, мы будем платить коротко 200 миллионов в год в виде аренды и 10 миллиардов инвестиций будет на восстановление 3 перепадных. То есть они говорят о том, что 10 миллиардов готовы потратить на восстановление. В то же время здесь дальше пишут... Государство что с этого имеет? 200 миллионов рублей в год. Энергодефицит. И все, да. Здесь пишут... То есть не в качестве какой-то части, просто налоги. То есть свет мы не имеем? Нет, свет мы не имеем. Здесь при этих перепадных строятся дата-центры для майнинг-ферм.
Ну, и это никак вот, не повлияет на наш энергодефицит, потому что Можно еще один вопрос, я извиняюсь, вот это 10 миллиардов. Да, сейчас мы в них что? Вот я вам скажу, вот здесь пишут, 10 миллиардов это реконструкция самих перепадных и закуп оборудования, вычислительного оборудования. То есть в этих 10 миллиардах давайте опять перейдем к подсчетам, которые мы там уже научились считать, да. Вот 120 мегаватт номинала у трех перепадных. 120 мегаватт номиналов в трех перепадных, но они среднегодовая, там будет 70-80 мегаватт выработки. Да, это есть разница. Да, да, ну примерно где-то 500-600 миллионов киловатт-часов, допустим, в год они будут вырабатывать. Вот 600 миллионов киловатт-часов поделим на 3,5 киловатт, это потребление одной майнинг машины, которую сейчас современно обычно покупают, все старое уже не покупают. Это где-то получается 22 тысячи единиц машины закупается. 22 тысячи майнинг машин. Вот в эти 10 миллиардов что входит. А какая цена у этих майнинг машин, мы тоже знаем, можно в интернете посмотреть. Это, если новое оборудование, 1300, наверное. Какой вот сейчас и с точки зрения общества, государства, народа, какой нам интерес отдавать при нашем энергодефиците, отдавать генерирующие мощности за налоги или за аренду, когда у нас дефицит электроэнергии. Вот смысла мы в этом не видим никакого, но я хочу тоже, чтобы и наше население чуть-чуть тоже подумало о том, что нам предлагают, как и вопросы сами себе задать и посчитать тоже можно, несложно. Вот значит мы 22 тысячи единиц, они будут покупать на эти 10 миллиардов, где-то примерно 6 миллиардов на это уйдет, 7, 3 миллиарда на перепадные, 6 миллиардов на закуп оборудования, то есть будут зарабатывать, тоже можем посчитать, правильно же? Тоже мы знаем, можно, сколько единиц одна делает, там до 30 тысяч в месяц делает одна машина. В зависимости от курса. Да, в зависимости от курса. Вот посчитаем 22 тысячи машин, в год сколько принесут, получится примерно 9-10 миллиардов. То есть за год окупаемость проекта просто уникальная выходит, но мы им даем при этом на 25 лет, потому что они 10 миллиардов вкладывают, и им нужно время отбиться. Давай. Плюс... я извиняюсь. Из 10 миллиардов 200 здесь, миллионов. В принципе, мы чуть углубились, но я думаю... Я специально это сделал, хочу, чтобы... С самого начала, при такой ситуации, которая сейчас складывается с энергодефицитом, генерирующую компанию, которая вырабатывает нехватка электроэнергии, отдавать. То есть она вырабатывает сегодня... может вырабатывать, как мы говорим, 80 мегаватт. Допустим, да. Нам не хватает электричества, например, мы его покупаем по 2,70 мы покупаем, да? Сколько мы можем на 200 миллионов купить? То есть мы свою генерирующую компанию отдаем за 200 миллионов, и на эти 200 миллионов покупаем в 3 раза меньше, там, 5 раз меньше. Вот по перетоку. Это вообще абсурд. Я думаю, даже рассматривать. По перетоку мы, допустим, вот миллиард сейчас мы получим, дефицит. Это по 2 миллиарда 700 миллионов. Да. Мы, не дай бог, если покупали бы, сейчас пока российская страна один раз предоставила, но эта помощь, наверное, тоже не может быть постоянной, потому что надо уже или там что-то, каким-то решением переходить, это уже не помощь, а уже что-то другое. Честно говоря, мне даже не интересно, хоть 100 миллиардов пусть складывают, если они не дают в нашу систему. Вот просто зачитаю, Ливан, предложение, чтобы не сложилось превратного мнения. Может, он настолько противник этой идеи. Предлагаемые условия реализации проекта, то есть предложение стороны. Инвестор получает право распоряжаться вырабатываемой на станциях электроэнергией, потребляя ее для электроснабжения собственных центров, либо поставки в энергосистему
Дальше. Условием успешной реализации проекта является внесение следующих поправок в нормативные акты Республики Абхазия. Понятно. Формирование свободных таможенных зон вокруг каждой То ГЭС. есть они будут... Данное условие иметь- необходимо для Где-то свободного ввоза дорогостоящего оборудования и развертывания энергоемкого производства инвесторов. И даже завоз надо с льготами. Второе. Разрешение на использование электроэнергии, вырабатываемой на восстановленных укорочу ГЭС, для осуществления деятельности, связанной с выпуском и оборотом цифровых валют. То есть сразу все, отрезали концы, вот эту энергию сюда. Ну, то есть, как бы энергодефицит вот этим не Вот, решается. честно говоря, Уточнить, одно я уточнение не даже важно. считаю это какое-то оскорбительное, Да. оскорбительное. Не надо так вот относиться, самое- это свободный да. рынок. Ну, Пришли, нет, обратились. инвестор имеет Вот право такие предложение. предложения делать. Это, и он инвестор хочет заработать деньги. Он не Никто- виноват в этом вообще. праве и вы, никто не может ограничить. Где лучшие условия, туда и пойду. Но если там хозяин не совсем дружит с головой, тогда это его проблема. Инвестор, конечно же, хочет заработать. У него других нету целей улучшить абхазцам жизнь или там... Гарри, извини, Да. но мы, все жители Абхазии, не Да. хотим заработать. То пришел умный человек, Да. хочет Только заработать, он думает а так. мы, ж Мы так где, мы в представлены. какой стране? Мы Мы же так не... представлены, мы так Ну, представлены, как папуасы сейчас. ну Можно вот. такие предложения нам присылать. Ну, Извините за выражение. Тут надо понимать одну вещь. Мы так оголтело против майнинга выступаем не самого явления. Потому что люди нашли способ там, когда заработать. Само явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Пожалуйста, если бы это были бы решенные вопросы энергетики в Абхазии, обеспечение всех и каждой, всех наших потребностей, еще с учетом перспектив, тогда разговору нет. Если мы дисциплинированно оплатили бы за учтенную энергию, доставленную до каждой точки, Да. вопросов нет. Но в разоренном доме сейчас ставить там красивый большой телевизор, это как-то не вяжется. То есть само явление, называемое добычей криптовалют, во-первых, уже отражается даже на политической жизни страны. Весь это, все это спокойствие, не то, что я хочу бурлящего моря. Но иногда происходят вещи, которые раньше вызывали за все 30 лет бурную реакцию общества, допустим, или там политического нашего сообщества. Сегодня этого не все отвлечены, все заняты, все как-то вот нашли свой интерес. Все в Ничего полу никого не смотрят, да? интересует. ну я думаю, здесь, честно говоря, меня очень задело вот такое вот. Я думаю, здесь не они, ну, Это всего лишь да, предложение за как-то. этим предложением стоит Вот мы кто-то из открыто- наших, вот это хотите, который мы открыто об этом хочет, скажем, который хочет на этом предложении Да. получить свой личный Процент, интерес. да. Не бывает. Да, не было. да, Ну, это говорим. очевидно, потому что они те тоже, Наши наверное, чиновники имеют то есть отношение к они этому хотят проекту. на нашем, значит, Да, на- залезть в долю, да. проценты получить, Да, и поэтому так понятно. лоббируют А именно через этот проект. Депутаты парламента. Возможно тоже, пока мы точно данных не имеем, никаких ничего, кроме слухов, не знаем. Вот то, что как и вы слышите, никто в этом не признается, но мы тоже так слышали, что есть и у нас коллеги, которые имеют отношение. Ну, как бы намерены То иметь есть отношение. можно сказать, что вот этот проект по Да. перепадным, он не имеет отношения к энергодефициту. Да, вот и смотрите, вот решению. это хотел я подчеркнуть, что вот на совещаниях озвучивается для того, чтобы снизить дефицит, улучшить проблемы какие-то в энергетике, решить, надо обязательно дать перепад. Никакого отношения, со всей ответственностью, опять же, заявляю, что никакого отношения к снижению там, энергодефицита или улучшению там, наших станций, линий не имеет отношения эти проекты. Эти проекты коммерческие, эти проекты, которые там, вот именно этот проект, который мы сейчас озвучили, он вообще, вот, правильно вы сказали, что он должен даже оскорбить нашу сторону. Именно такой проект, таким проектом мы его и считаем. Помимо этого, вот говоря там, это инвестиции, да, 7 миллиардов, 6 миллиардов на закуп оборудования, да, аналогию чуть проведу такую шуточную. На 6 миллиардов они купят оборудование, они инвесторы, мы должны им льготы делать. У нас, как мы знаем, официально привезли 60 тысяч оборудования, да, это тоже, так давайте тогда тоже мы на них смотреть, на этих людей, как на инвесторов. И я не понимаю, зачем вы гоняетесь за ними в СГБ. Это же наши инвесторы, которые закупили вот столько оборудования. Давайте их тоже в ранг святых преподнесем, а Гарри, не бегать за ними. здесь есть другая страница, которую мы не видим, да? Нет. Это те, кто эту компанию привез, Да. они имеют другую страницу. Да.
где они говорят, мы вкладываем 10 миллиардов, Да, но за это мы вам даем долю, которая конечно, там да. и так далее. А То есть, 200 миллионов а дадите, вы, хватит. значит, вы те, которые лоббируют Да. этот интересы, вы, значит, пролоббируете это во всех наших структурах и за это получаете долю. Да. Вот. То есть и они свою долю оценили в 10 миллиардов, а те, которые это лоббируют, должны получить. Это пока наши предположения. Ну, уже к этому и уже всё понятно, я да. извиняюсь, я всю свою жизнь занимаюсь бизнесом, и если как кто-то, вот, ну, как бизнесмену предложит такой договор, я посчитаю его за оскорбление, да, если человек, значит, придет и скажет, дай то, что ты имеешь, я за это тебе заплачу 3 копейки, но я вложу 10 миллиардов, да, ну и все мои вложения не облагаются никакими налогами, ничего, и это, собственно, остается его. Ну, и продукции тоже нету. Еще какой Продукции-то момент, еще момент самый важный вообще, Деньги сами по себе как продукты. наша сторона Ну, я имею в виду. не вообще обесценила наше имущество. То, что там сегодня говорим, разваленный, разрушенный, перепадный, там самое основное в проекте при строительстве перепадных уже сделано гидроузел, который Сам канал по себе. тянется прямо да, сам Понимаешь, канал. это труд наших Да. отцов, это дедов, это не просто так. Да. Это не надо говорить, что это откуда-то нам досталось. Конечно. Это Имущество, которое имеет имущество, цену. в которую вложились силы, знания Да. наши предки. Именно так. И это Именно нам, так. да, это же не просто Отвоевали, получили. Получили, всё. конечно. Построили На кровь. тоже. Построили. И в строительстве участвовали. Дальше, помимо гидроузлов, это самое тоже важное. Понятно, что без воды гидростанция не работает. Бетонные сооружения, это там миллионы кубов, канал забетонированный. Дальше все это. Но это даже если начнешь считать, никакой инвестор не сможет рядом как партнер с тобой стать. Балансовую стоимость посчитаем, давайте, сколько у нас есть, а ты приходи, инвестор. Вот у нас есть имущество на 100 миллиардов рублей. Что ты можешь предложить? А мы выступаем как сторона. У нас ничего нету, разрушенные здания, которые ничего нет. Давай приди и забери их. Вот это наш подход к нашему. И мы так оцениваем свое имущество, которое уникальное вообще во всем. Ну, в договоре, в предложении есть какие-то, например, что они во время энергодефицита как-то У нас энергодефицит с 2013 либо года помнишь, минимум. в принципе, он у нас не Вот, значит, если на это они будут отдавать нам электричество, вырабатывать, тогда они ничего не смогут по майнингу потратить, потому что мы все будем у них забирать. Еще один момент. У нас все-таки есть такой, может, не такой крупный, но Да. объект, который как бы примерно тоже был восстановлен за счет Сухумгес имеете в инвестора. виду? Вот от Сухумгес. них тоже у нас есть предложение, ну не у нас, а в Министерстве экономики есть предложение от компании ОСП Сухумгес. Также предлагается, здесь нету подробностей, как будут они использовать. Предлагается по опыту прошлых лет, мы участвовали в восстановлении строительства Сухумгеса, высказываем свою заинтересованность в осуществлении этого проекта, в реконструкции. То есть, и просим вас, если заинтересованность у правителей с этим, мы встретимся и обсудим эти предложения. Участвует Ингургес Сухумгес? в Вот второй- устранении энергодефицита. Нет, то есть насколько нам известно, не участвует. Не Сухумгес участвует. также не участвует. У нас они также там занимаются своими делами. И сюда Не участвуют. Да, какое-то время в начале что-то было, они подавали, потому что генерацию надо было запускать, еще тогда майнинга не было. Они просто в тестовом режиме что-то в наши сети запускали. Но сейчас точно этого не происходит. Дальше идет... То есть тоже получается такая же, значит, система, да, что государственный объект, который был приватизирован, Не, в аренде. который в аренде, да, в долгосрочной аренде, Да. сегодня энергодефициту, значит, компенсация энергодефицита Никакой в подпитки Абхазии не не идет. занимается. Нет. Занимается зарабатыванием Ну да, денег, своими со делами. своими делами. Да. Да. Вот, прекрасно. Это второе предложение. Посмотрим, там еще точных цифр мы не Да, имеем. не Сколько может 250 детализировано, миллионов да. получим, может 300 там. Насколько расщедрятся те, кто Инвестора, предлагает. да? Да. И третье предложение у нас тоже в Министерстве экономики поступило от ООО «Ингуригес».
которая там при обсуждении все пытаются не какую-то тайну из этого сделать, что там ингури, гес, грузины, там враги. Ну, это же зона сотрудничества. Зона сотрудничества, которая уже все послевоенные годы нам так расположилась по географии, что мы были вынуждены договориться формально, без никаких бумаг. Мы получаем 40% от общей выработки, грузины забирают 60%, и мы там... Ну и обслуживание у них, в принципе, это можно сказать... Ну и там еще одна деталь есть. И 60 на 40, о чем мы говорим, это такая джентльменская договоренность, но она по году. В зимнее время Абхазия получает 100% электроэнергии. Да, потому что в зимнее время там с водой проблемы начнутся. Летом, когда мы тратили, допустим, 150-160 мегаватт, тогда они почти 80% забирали, и за счет этого компенсировали свои убытки летние. Взаимокомпенсация. Да. Понятно, что они зарабатывают деньги, потому что они на рынке участвуют, продают электричество, и все, что они там смогли не дать нам, они продают, зарабатывают на это. Ну так, это уже там, в прошлом году мы забрали 70%. То есть это коммерческие взаимовыгодные интересы между там, грузинской и абхазской стороной. Контрольный пакет акций у государства и в него. Здесь в этом предложении что происходит? Они кредитуются в европейских банках по этому принципу. Уже это, может, не всем известно, но когда эти процессы происходили, никого это не возмущало. Было отремонтировано первое перепадное. А машинный зал не ремонтирован? Машинный зал был отремонтирован. После аварии. В прошлом году было, или в этом году это было, деривационный тоннель отремонтирован. Наше правительство туда ездило, презентовало, радостные, что вот скоро они закончат. Если вы помните, там... Да, селфи делали. То есть источник этих денег, это европейский банк, конечно, это источник. И работы вели они. Этот деривационный канал находится на нашей стороне. Никого это не возмущало. То есть там... Часть его, да. Помимо этого, сейчас они бетонную дорогу от Ингурского моста к машинному залу, там, я не знаю, 25 километров, или сколько там сейчас точно километров, бетонную дорогу залили, армированную, на деньги также Европейского банка, там 7 миллионов евро. Этот процесс вот сейчас идет, прям можем поехать, посмотреть, кому интересно. Вот сейчас прям стройка. Вот сейчас прям стройка, может даже уже завершилась, и там темпы хорошие. То есть вот эти все ремонтные работы никого не возмущают из нашей общественности или там чиновников. И когда вопрос стал о перепадных, где личные интересы этих чиновников возможны, да, предполагаются, они говорят, это вы что, грузинам хотите отдать? Да как можно? Аргументы. А по предложению Ингури ГЭС они заходят, ремонтируют все станции, все три. Дальше идет сам канал восстанавливается, очень важно, тоже канал уже там в плачевном состоянии. Все ремонтируют, запускаются все три станции, и мы делим генерацию общую от всего комплекса 50 на 50. Раньше было пока предварительные такие, от того, что мы знаем. То есть они мы делили 40 на 60. Нам генерация. Генерация. Вот 40 на 60 делили, теперь они добавляются туда 600 миллионов киловатт, допустим, да? Сейчас точные цифры сейчас не можем сказать. Вот, допустим, 600 от трех перепадных миллионов к общей генерации, вот, к общей добавили генерации, и там уже 50 на 50 поделили. То есть, если мы раньше 2 миллиарда, это тоже уже не в рамках 40% было, то мы почти 2-300 можем свои доли забирать. Мы получаем энергию. Получаем энергию, да. Если речь только о количестве киловатт-часов получаемых. Только это здесь предлагают, чтобы нам дефицит, им же тоже не совсем выгодно, когда мы по 70% тратим генерацию. Они хотят разгрузить. Да, теперь, если мы вот вообще этот проект пройдет, у нас восстановятся эти перепадные, потом мы следом с майнингом как-то начнем регулировать вопрос, урегулируем, снизим нагрузки, возможно, у нас появится вообще
какой-то и профицит, это вообще уникальный будет случай. Ресурс какой-то энергетики. Да, можем потом, не знаю, может продать его, возможность те же техническая есть, или майнинги там уже поставить, дата-центры строить. Свои, можно уже свои свои. Государственные, чтобы это Ну, на других государство в любом случае Да. условиях с инвестором. Вот тогда уже можно говорить о майнингах, я не знаю, когда у нас какие-то излишки может Все-таки это официальная же, да, эта Это бумага. официально, да, никто ничего не то, скрывает. Значит, если официальное предложение, если такая бумага возникла, где генерацию можно поделить, Да. и мы понимаем, что, наверное, Ингургес получает кредит, Да. и Ингургес собирается заплатить, Несет вернуть, ответственность. да, Да. несет ответственность за кредит, то я думаю, у них есть экономический расчет, что они с половиной этой генерации, что они получают, они могут покрыть Этот кредит. этот кредит. Да. Правильно, я так понимаю? Да, Это же лол- Если реально на вещи посмотреть, Да. любое улучшение ситуации в энергетике в Абхазии, Да, как влияет до- на их прибыль там. проистекающий, так скажем, из единственной генерации. повышает Любое их улучшение у прибыль, нас да. отразится и по улучшению. Еще очень важно, эти перепады не только из-за экономики они хотят, чтобы они работали, потому что они влияют на всю работу станции полностью. И поэтому чисто из технических соображений тоже необходимо эта часть неотъемлемая, которая там может воды меньше будет уходить, уровень держаться дольше будет. Ну, здесь, То есть это в целом о здоровье. наверное, надо сказать и о политической составляющей, Да. быть объективным, да? Конечно, да. То есть здесь, наверное, и существует и политическая, ну, мы, если смотреть, ну, не будем вдаваться сейчас в политическую составляющую, но если взять экономическую составляющую, то есть если какая-то компания предлагает условия, то они должны быть такие, да, что инвестиции происходят в перепадные, Генерацию делим. и генерация должна быть поделена. 100%. Это первое. И второе, являясь участником любого там, договорного процесса, вот, в экономике, да в той же политике. Вот вы приступаете к договорному процессу с какой мыслью, целью? Получить максимальную выгоду там, Да. от экономики, либо от политических процессов. Да. Максимальную выгоду получить абхазская сторона должна быть обязана, не забывать, это за спиной страна стоит. Да. Что касается политической составляющей, если Ингургес это пикантная тема и так далее, надо помнить две вещи. Этот объект создан как единая конструкция, и сегодня, спустя много лет после развала СССР, уникальность политическая в том, что мы не можем пользоваться им по отдельности. Ну, кто знает, назовите другой пример между воевавшими вчера странами такого хозяйствующего объекта наличия. Я не знаю, например. Сама уникальность позволяет как бы относиться с пониманием друг к другу, ну, требует просто относиться. Можно закрыть глаза, отвернуться, переключиться полностью. Кстати, есть еще угрозы, немножко надо понимать, Да. то, что не озвучивается Да. вслух, надо просто знать информацию, и просто иногда можно догадаться. Ну, будем мы здесь упираться, будем в геометрической прогрессии увеличивать свой расход за счет там, бесконтрольного роста потребления майнерами, гостиницами, не суть важно. Бесконтрольный рост, мы неоднократно были на станции, говорили с руководством. Человек проработал всю свою сознательную жизнь, просто он объясняет простые вещи. Это не плотина на горной речке, засорилась, выкопал, запустил обратно. Научно доказано. Оказывается, существует клуб высотных плотин мира. Там работают, состоят, кто догадываетесь, научное обеспечение им дают академии наук стран этих, где они расположены. Давным-давно считалось, что можно всегда восстановить, подкорректировать. Новые данные говорят, если такой объект, высотная плотина Ингургес остановится один раз, она второй раз запуститься не сможет. То есть все наши перетягивания каната, вот здесь игры с инвесторами или самообман, которым мы занимаемся, косвенно может привести вообще к гибели объекта. К остановке. Это первая угроза. Вторая угроза политическая, если той стороне надоест наше неуемное потребление энергии, они просто построят... Стопроцентная, например, зимой. Плотину ГЭС построят, пустят
истекающую из этой ГЭС воду в старое русло Ингура, не будет ни канала, ни перепадных. Все закончится для нас очень быстро. И тогда мы просто переключимся с одного источника, включимся в российскую энергосистему, а там уже цены на тарифы. Будем не мы тут придумывать себе, а там просто нам перед фактом сообщат. Ну вот, пример, Осетию приводят, они 5 рублей платят, на пресс-конференции также было озвучено. Вот в Осетии Южной платят же 5 рублей, все уже никто же не возмущается. У нас есть возможность не платить 5 рублей нашему населению. Почему мы не должны пользоваться этой возможностью и максимально долго оставить такой процесс, чтобы не было 5 рублей? Если неуемная жадность кое-кого не остановится, наверное, нам придется, в итоге, к сожалению, в итоге, так как за все деяния, которые нам чиновники за все эти годы принесли, никто настоящую ответственность не понес, мы не хотим допустить, чтобы это произошло. Когда это произойдет, никто и так ответственность. Мы вот сейчас, для чего мы здесь пришли к вам, даже вы пригласили, понятно, проблемы не просто поговорить. Мы хотим сказать и нашему народу, и населению, что мы хотим предотвратить, остановить этот процесс. И в этом помощь нашего народа тоже нужна. Потому что когда уже это произойдет, потом и тех чиновников не будет, потому что ответственность у нас никто ни за что не несет. Они там все поехали в разные стороны или дальше будут жить. Мы все прощаем им. Здесь, чтобы такой ситуации не было, здесь нужна разъяснительная работа нашему населению. Поэтому, слава богу, у вас хорошая площадка есть. И дальше тоже мы должны и в села свои поехать, людям объяснить, во что мы можем вообще... Я здесь думаю, еще об одной вещи хочу сказать. Слава богу, что у нас народ грамотный. Да. Здесь и просто надо информировать, и люди сами примут решение, что им нужно. Поэтому я считаю, что в таких вопросах, в таких стратегически важных, все должно быть публично и открыто. Все должны знать. Наши люди прекрасно разберутся. У нас очень много сейчас все самые серьезные решения людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, они знают эти правила, как это, Поэтому я думаю, здесь самое главное, чтобы этот процесс был открытым, чтобы этот процесс... Потому что на самом деле это отражается на всех. Энергетика, электроэнергетика касается всех. Постучиться в каждый дом. Никто от этого не уйдет. Я бы все-таки, наверное, завершал бы уже наш сегодняшний круглый стол и попросил бы каждого коротко высказаться. Если позволишь, Иван, как бы и в продолжение вышесказанного. Появляются эти проекты, как вспышки. Давайте там что-то продадим, здесь что-то организуем, туда кого-то привлечем. Вы сами, наверное, можете легко отследить оторванность этих событий друг от друга. И порой и от людей, и от территории. Безудержный капитализм, дверь мы распахнули, все это пришло. Мы не сможем никогда связать это безудержное потребление, обогащение, никогда не сможем связать с той ментальностью, которая в нас закладывалась. Мы еще, я думаю, последнее поколение, которое это воспитание застало. Наши дети это уже больше к современности тяготеют. Сохранение народа и его культурной, я не знаю, любой другой какой-то особенности и капитализм не свяжутся никогда. Это антагонисты. Если мы не сохраним культурный код свой, тогда потом в следующем мы не сохраним свое право владения этой землей, то есть юридическую составляющую нашей конституции и всего остального, что называется государство. То есть, когда мы говорим о деньгах, когда мы говорим о проектах, мы всегда должны четко понимать, вернуться, с чего начал. Красная линия, линии. Территория, которую нельзя трогать, образно говоря, территорию. А чтобы это у нас произошло, мы меняем уже сколько администраций президентов, выборы за выборами, перевороты за переворотами. Кто-нибудь может, поправьте, стратегически выверенная доктрина, документ, просто целеполагание. Пока не будет, можно все эти проекты душить друг друга, в коррупции обвинять, драться, стреляться, бесполезно.
пока не будет ясно, четко и понятно нам самим, нашим же руководством очередным объявлено. Вот пошагово же идем. Говорили, помните, за победу все понятно, за победу все понимали, на что тратят жизни и силы. Слава Богу, победить. За независимость было понятно, добились там частичного признания. Ну, следующий этап надо объявить, вот все, зависли. Ну, Сейчас, вот там я вижу корень проблем там. Я думаю, что ты очень правильно вопрос ставишь, но мы тоже свой скромный вклад начали на нашем канале Апснахабар. Мы делаем цикл передач по поводу нашего будущего, самоидентификации, как спасти свой народ, как его двигать. То есть мы считаем, что это один из основных вопросов, который может двигать вообще любое общество, да, любой народ. И я приглашаю на следующий круглый стол тоже принять участие в этой дискуссии. Поэтому я думаю, что мы сможем, у нас потенциал у нашего народа такой, что в критические моменты мы всегда умели собираться, вырабатывать те цели и задачи, о которых ты говоришь. Наверное, сегодня вот это ощущение того, что это сейчас уже именно подходит, и нас, может быть, вот ковид, энергетика к этому подводит. И я думаю, что у нас этот потенциал есть, и мы и цели понятны. Мы верим, у нас есть потенциал, верим в наш народ. Я уверен в том, что мы не потеряем то, что приобрели, наша независимость, которая досталась кровью. Не имеем права. И эти проблемы, о которых мы сейчас говорим, это не просто проблемы в энергетике, это проблемы, которые ограничат нас в будущем, вообще в развитии. Можно даже крест поставить на вообще... Двери Дня Победы об этом говорят. Я бы хотел вернуться вот именно к этому опять, к самой проблематике сегодняшней мы говорили. Да, наверное, немножко внимания неправильно было со стороны общества. Я, например, до конца не знал таких нюансов, которые сегодня вы открыли. Но очевидно, что за этим надо пристальнее следить, что это очень такие тенденции. Понятно, что правительство тоже, наверное, какие-то выходы ищет, и ситуация сложная, но Алхас, как правильно сказал, есть определенные красные линии, за которые нельзя выходить, и надо до них принимать решения и не доводить это до таких вещей. Потому что, реально, если сегодня мы возьмем, мы понимаем, что такое энергетика. Многие там люди в Абхазии, которые там после разрешения тем же майнингом занялись, они прекрасно могут посчитать, Гарри, 22 тысячи машин, что такое, да, хотя бы. Это я так говорю просто, но на самом деле, да, надо смотреть, это серьезные активы, это мы не можем это просто так за одну зиму терять. Но я, как вижу, народ согласен и без света чуть посидеть, лишь бы сохранить национальную энергетику. То есть это видно. Просто надо объяснить, информировать людей. Так наш народ и голод терпел, и все остальное, все проблемы, войну прошли. Нас проблемы не пугают. Мы уже это озвучивали на одной как-то несостоявшейся сессии, такой набросок проекта закона о стратегических объектах. Сразу еще не внеся его в парламент, уже начался спор. Уже не состоялась сессия, да? Нет, скандал был. Все совпало, как говорится. Закон, который усиливает действующий закон о приватизации. Там она у нас ранжирована, республиканский уровень собственности, муниципальный. Видимо, как-то хочется задать самим себе вопрос, раз мы привлекли к этому внимание, раз мы это выделили в отдельный закон, назвали его стратегическими объектами, целыми инфраструктурами, наверное, были на это подвижки, оценивая всю нашу реальность, наши отношения вообще к законопослушанию и соблюдению. Так что я могу презентовать, что скоро мы его внесем, озвучим, предложим обществу. Я бы ознакомился с удовольствием на любом этапе. Там, где будут отмечены красные линии, куда нельзя,
Я же говорю, на любом этапе готов присоединиться в любом виде там, к обсуждению. Спасибо вам большое за Спасибо приглашение. вам. Да, мы Спасибо вам. Я думаю, друг друга, но полезно, мне кажется. Да, я думаю. Ну, я чуть шокирован. Да, честно. да, я думаю, что это в преддверии, так сказать, тяжелых энергетических проблем, которых мы хотим, чтобы все мы с достоинством и с честью вышли из этой ситуации и готовы, так сказать, тратить и силы, и энергию, и время для того, чтобы попытаться решить эти все проблемы. Пусть никто не рассматривает нас как таких оголтелых критиков или каких-то людей, которые... Мы готовы стать со всеми, кто готов сохранить и энергетику, и решить проблему энергетики. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.